Нормально, идем сюда, идем. Селям алейкум, достлар, дорогие подписчики, друзья, родственники, все, кто нас видит. Как я обещала, на своей страничке в Фейсбуке, на своем канале в Ютубе я буду делиться моими такими, скажем, блогами. Хавель Заранен, кофе с Эльзарой, кава с Эльзарою. Уже было несколько эфиров, мы говорили с прекрасными спикерами, гостями. Вот. И пришло время моей мамочки. Она Чагым Зира Баталова. Уже давно хотела принять участие в каком-то из эфиров. Я говорила: мам, не надо. А сегодня мы, благодаря такой сложившейся ситуации, решили приготовить чебуреки. Зира Баталова. Вот, мам, поздоровайся с моими друзьями. Мерабаныз, хайрлы достлар, sevgili достлар. Да. Добрый день, дорогие друзья. Да. Сегодня у нас еще одна дата. Отмечаем день рождения моей правнучки, 4-й по счету. Я бабушка, биташка по-татарски, да, 5 детей, ну я имею в виду с невестками, 5 внуков и 5 правнуков. Вот такая я, маленькая, озорная. Мам, расскажи про чебуреки. Я хочу сначала представить немножко. Да, давай. Да. Я по образованию дирижер-хормейстер, хоровик, но проработала учителем-методистом, учителем по вокалу и художественным руководителем самодеятельности. Руководила хором медработников в городе Белогорске, хором ветеранов войны и труда. Вот это такая основная была моя деятельность в жизни. Ну, а с появлением уже таких творческих моментов и переходных исторических моментов, так жизнь сложилась, что я перешла просто на продюсирование, сейчас уже модно так говорить, с художественным руководителем по-старому, Эльзары, и благодаря ей тогда нам посоветовали, работники телевидения крымского, создать коллектив детский, крымско-татарский. И вот таким образом тогда мы создали первый в Крыму, это было 88 год, детский коллектив, который назвали Хармгуджелеры. Предложение это по названию мама моя, она тоже такая активная была в этом отношении. Когда-то она меня заставила пойти в музыкальную школу. Естественно, мы, маленькие дети, не знаем, чего мы хотим в жизни, какова она сама по себе, эта жизнь. И слушая своих родных и близких, мы становимся теми, кем мы становимся. Да. И то, что мы можем делать в этой жизни доброе, полезное, нужное нашим детям. Но сегодня решила Эльзара, но она не сегодня решила, она еще несколько дней назад решила: давай, мама, сделаем чебуреки. Да. Я поддержала эту идею. Почему? Чебурек yapacağımız Tatar dilinde aytacağım çünkü Kore'm Türkiye'den de var dostlar. Kırım Tatar çiberek yapacağımız dostlar. Onun için comment yazınız. Bu Абулен, не керек. Азырлых. Что необходимо, мам? Давай расскажем про Сейчас чебуреки. я хочу сказать. Да. Чебуреки – это эхо нашей истории. Когда говорят крымско-татарские чебуреки, у меня сразу свои ассоциации, что я впервые в жизни услышала, узнала. У меня старшая тетя, мамина старшая сестра, очень умело и вкусно готовила все изделия из теста. И по выходным дням и вся родня, ее родственники, собирались у них дома. А давай нам делали, да, и делали. Можно пару глотков? Да, сделать. Делали чебуреки, и по ходу, ну тогда не было телевизоров, и радиоточки были такие смешные, не у всех тоже дома. А моя мама любила читать книги. Merhabanız, Tatarca aytınız mümkün olsa, onun için Rusça ve Kırım Tatarca hoşluğu. Tamam. Bir iki söz ayt. Yaxşı.
Annem bek seviyordu kitap okumağa. O vakit bek çok okuyordu, televizyon yok idi, radyo az idi. Onun için anamı seviyordular. O bir yerге toplaşıldığında televizor bakmaydılar, dinleydiler anamı. O aytaydı nasıl kitap okudu, bu hafta nasıl не olганını, теперь по-русски скажу. Мама любила читать книги, особенно зарубежную литературу. Вот когда собирались, Тизешка делала чебуреки или хамраш, это пельмешки маленькие, это тараш. Потому что когда собирались 4-5 семей, женщины все, одна нарезала лук, другая тесто готовила, третья жарила, парили, делали хошав, это хошав компот из свежих высушенных фруктов. Давай мы делать, Игорь. Сейчас успеем. Я поняла, почему я тебя не хотела приглашать, мам. Вот потому что ты единственная, кто меня не слушается. Давай, у нас времени нет, мама, активнее, так никто не смотрят. Надо делать и рассказывать. Хорошо, давай. Я хочу рассказать так, как ну, рассказывай и делай. По ходу. Вы понимаете, а мы сегодня будем говорить о романах жизни. Значит, так, мы о романах жизни Нашей поговорим. Жизни. Да. Зира Баталова, очень музыкальный, творческий человек, педагог музыки. Все, что я имею в карьере благодаря Ладно, ей. все, давай. Да, давай, рассказывай. Ладненько. Значит, что мы делаем? Исходя из своей семьи, каждый берет. Вот, я уже соизмерила. Например, беру муку, по ходу того, я знаю, чтобы у нас все любят свеженько, сегодня на сегодня. Завтра уже никто ничего не хочет того есть, то, что было приготовлено сегодня. Поэтому, исходя на это, вот, например, я беру муки столько, сколько вместе, например, 1 кофейная чашечка воды. Тут 150 грамм. 150 грамм воды. Обязательно ее надо, эту воду... Тепленькой. Тепленькой. Да нет, не, тепленькой. Тепленькой лучше, говорят, эластичнее, комнатной температуры. И соль обязательно надо развести в воде. Почему? Потому как, когда вы будете жарить чебуреки, чтобы вот эти кристаллики соли не порвали ваше тесто и не выбежал сок, обязательно разбавляется, не бросается в муку соль, а разбавляется с водой. Вот мы выливаем водички, набираем водички, потом добавляем буквально столовую или чайную ложку подсолнечного масла, чтобы более эластичное было и мягкое тесто, когда готовишь. Затем Чебурек yapamız kim da selam aleyküm ben ko'rem do'stlar чебурек anam yapam крым-татар халк yemeği крымско-татарское национальное блюдо чебуреки. Bizim история efsane, bizim халқымыздың. Самое известное блюдо, скажем. Для меня это не просто известно, это история. Я кого-то вспоминаю и события вспоминаю, связанные с чебуреками. Когда приходили, например, сватать девушку, да, обязательно на столе должны были быть мучные блюда. И очень хорошо, в то время, когда я еще ребенок, помоложе была, не все такие были в достатке люди. И если были чебуреки, это уже считалось, что очень достойно принимают сватов. Красиво встретить людей, красиво накрыть стол, вкусно приготовить. Ты говорила, что наша Тизанайка, все собирались по выходным и делали чебуреки. Да. В это время обсуждали новые новости. Были всегда веселые. Тенденции моды, какие покупали ткани, планировали какие-то, по шитью платьев, моды. Да. Модницы были. То Мои тети все были 3 сестры. Кухня всех объединяет. Да. Был повод поговорить
кто что новое приобрел, кто хочет, ну тогда мода была на китайское, красивые китайские вещи были в Средней Азии, это я не знаю, как на Украине в то время. Поскольку у нас прямой эфир, если есть у кого-то вопросы, задавайте. Вот. Тесто разминаете до того, чтобы оно мягкое, эластичное было, но не прилипало к рукам. Потом даете ему постоять 15-20 минут, если у вас времени мало. Если есть, можно чуть дольше. Вот. Это не так уж важно. Я учусь вместе с вами, видите? Главное, платок одела. Даем немножко тесту настояться, подышать, набраться, так сказать, химии своей. Да. Соединиться в воде с... Тесто должно постоять, но мы, понимая, что прямой эфир, мама заблаговременно приготовила тесто для того, чтобы время ваше сэкономить. Да. Поэтому тесто приготовлено. Мы приготовили тесто. Ну, это я уже еще и разделила тут его. Не смотрите, что оно такое маленькое. Потом оно раскатывается еще, 2 раза проминаете, чтобы оно было мягче. И когда оно уже размякло, постояло, его делят на... Ну, это, знаете, еще крымские татары, это понятно, что знают, но у меня очень много друзей разных национальностей, они мне говорят, вот почему мы делаем чебуреки, стараемся, но не так вкусно, как у тебя, и у нас все равно не получается. Почему? Какой секрет? У нас нет никаких секретов. Просто вот разминаете, делаете вот еще вот такие вот подушечки. Я тоже. Да, их хорошо, и тоже даете настояться, 15-20 минут, можно и не ждать. Просто, когда она немножко постоит, выдержится, легче раскатывать. Вот. И ровнее раскатывать, удобно раскатывать. Так, есть. Быстро. Вот такие вот, покажи. Вот такие сделали мы шарики. А потом я беру, для того, чтобы легко было, их делать такими лепешечками. Я привыкла делать, все делают по одному, я делаю сразу по 2, чтобы это было быстрее. Где-то я увидела такую технологию в многодетной семье. И, в принципе, я справляюсь. Я могу открывать сразу по 2. Belki Kırım Tatarlar hepsiler bilirler nasıl çibrek yaparlar, yapmağa. Ama ben Ukrayna dostlarıma ve Rus dostlarıma çeşit memleketlerden öğrettim nasıl çibrek, Kırım Tatar halk yemeği çibrek yapmağa. Annem yardım etti, Zira adı. O pek lezzetli aş pişiriyor. O meni yırlamağa öğretti. Onun için o benim dostum, o benim anam, o benim hocam, bu benim ziyaretçim. Selam aleyküm. Да, bir kere selam aleyküm. Присоединился для тех. Mana selam aleyküm, men de geldim alay. Mana selam aleyküm, men de geldim alay. Adıma başını acımay, cibere verdim alay. Adıma başını acımay, cibere verdim alay. Alayım eken, bulayım eken, şulayım eken alay. Alayım eken, şulayım eken, cibere vergen alay. Sözlerini tekrar unuttum. Bu ekspron şimdi. Mına anama bulen hamurunu güzel yaptı. Şimdi bu ohlavnen dostlar, ohlavnen. Çalışamız. Bu kombayn değil, bu hollar, anacığım hollarım yapa bu çeburek. En lezzetli anam holumdan bu çeburekler. Ve mantılar çok güzel. Ben andamında çalışam, gezem. Anam yardım etti. Sağ olsun, o pek lezzetli aş pişirir. Bana bu çeburek şimdi de sizge göstereyim. Для тех, кто смотрит нас, да, как говорится, еще перевод такой небольшой. Чебуреки, еще раз говорю, крымско-татарское национальное блюдо. Моя мамочка великолепно их готовит. И сейчас вот с таким охлав, как будет, мама, по-русски?
Скалкой, да, ручная работа, не комбайном, милые современные девочки, как мы привыкли, да, комбайн нам в помощь, а ручками раскатывает тесто, сама замесила, это мука, вода, соль и маслица подсолнечная, да, еще приготовили мы кофе, потому что такой экспромт называется хавель заранен. И мы чебуреки любим с кофе или с чаем пить. Значит, Нет, есть... это пьют вообще-то с компотами. Но я люблю я же про себя рассказываю. Фарш, насыл фарш yapmak, начинка, да, фарш. Может быть, да, может быть обычное, так сказать, мясо с луком и со специями. На любителей. Мама, не надо было через стерку этот? Ой, не через стерку, а не надо. Лук. Нет, оно мелко нарезано, это просто оно еще не раздано. Да. Когда его немножко подсолишь, лучок, он дает свой сок, и будет он мягкий и эластичный. Надо еще... Saygılı dostlar, et, soğan ve tuz. Güzel yarım kilo etke 300 грамм соğan. Soğan. Или бір-бірге говорят, бір кило. Или, мам, или бір-бірге говорят, но мен sevmeyeyim. В общем, это для меня тоже как открытый урок. Я вообще не выходила в эфиры никогда. Мама, правда, она чығым Acıbиберге yolladı meni. Ал мені, не үшін сен мені çağırmasın senin programmasına. Bu eski zamanda men çalışkan edim. Bu siz belki bilesiniz, belki yok. Ama şimdi biz evdemiz. Zamanı çok var. Onun için biz aş pişiremiz. Buna men göreyim şimdi Türkiye, Rumıniya, Litva bizni baxa. Merhaba sayılı dostlar, sağ olunuz hoş olğan için. Çünkü bu benim yanı bir Facebook'ta страница nasıl diyeyim? Страница. İnternet. Onun için hoş olup beriniz ve YouTube каналыға да hoşunuz. Для друзей, которые смотрят, хочу сказать для украинцев и не только, для чебуреков начинка. Это мясо, фарш, нет, по-моему, лук и специи и соль. Разминаем, да? Хорошенько, да? Не разминаем пока. Солим лук отдельно. Почему? Потому как он должен немножко дать свой... Соль помогает сочности и луку дать размякнуть. Потом уже со всеми вместе разминаем. Ну и в любом случае, если минут 15 постоит фарш, он тоже должен как бы самообогатиться. Ну, говорят, что некоторые добавляют курдюк, но мы не добавляем. Жиры мы у нас все не любят. Иногда я в самсу, например, хитро делаю. Ага. Нас видно? Напишите, пожалуйста. Все нормально, потому что мы тут телефон передвигаем. Ага, пришлите результат. Сейчас пришлем. Все есть. Саул, спасибо, что ответили. Вот я добавляю еще аджику, готовую беру, это узбекская, потому что очень ароматная, вот так возьму, потому что камера не совсем, да. Вот. Да. И добавляю туда, тут и красный перец, тут и вот те травы, которые не растут здесь у нас на Украине, а в Средней Азии они есть, ароматные, пахучие, зира там размеленная. Спасибо, Мариночка, вижу, спасибо. Я на 2 языках, поэтому, чтобы нас и понимали и наши друзья, земляки из-за рубежа, и на русском языке, и на украинском. Шында бір стим айтмаға, аннем хрымда бірінші яқты хрым татар халық балалары бала ансамблі. Nasıl ансамбль olacak? Хрым гонжелері да бар еді. О бірінші хрымда, бірінші бур ансамбль. В 1987 году мы начали, но в 1987 официально о себе как бы заявили.
Я хочу сказать о том, что вот моя мама настолько творческий человек, педагог музыки по образованию, в школе преподавала, была руководителем Доме культуры. Никто только присоединился. Первый детский крымско-татарский ансамбль, который появился в Крыму, создала моя мама. Он назывался «Крымские бутончики», «Хрым-гунджелера». Там принимали участие дети, я в том числе пела, танцевали, играли на национальных инструментах, шили костюмы. Все было на таком энтузиазме. Тогда крымских татар было мало, поэтому коллектив был из разнонациональных, да, и русские, да, и украинцы принимали участие. Дети разных национальностей, да, потому как татар было очень мало, единицы было нас, поэтому в классе, если был один крымский татарин, это хорошо. Да. Давай, мам, уже будем жарить, да? Да. Я еще хочу сказать, помимо другой фарш, у нас гирей любят с сыром на завтрак. Гирей, это Эльзарин сын, на завтрак любит с сыром чебуреки. Поэтому мы веган. Сделаем и с сыром, и с мясом. Нет, он и с мясом любит. Я знаю, шучу. Просто по-разному. Да. Есть еще там самые разные рецепты. Сейчас в интернете много всего показывают, рассказывают. Давай наполнять. Но мы больше любим, да, возьми маслице. Масла надо много, потому как должно утопиться. Чебуречина должна утопиться в масле, когда будет жариться. И жарить недолго. Вообще делают хорошо, когда это... Много масла. Много масла это одно, а когда на открытом воздухе не жалеешь, ну, оно брызгает. Да. Все это у нас... Поэтому существовали в Крыму всегда летние кухни, летние такие навесы, такие... Biz şimdi çevirek etnen ve peynirnen yapacağız çünkü benim oğlum peynirnen seviyor çevirek. Вот вы знаете, мам, хочу с тобой поделиться, пока ты там разогреваешь и масло добавляешь. Вчера интересно прочитала комментарии. Получается, пишут, что чебуреки это те, что жарятся на масле, да, вот в казанах. А янтых это без масла. Это то, что я знала с детства, да. А вот вчера я еще прочитала интересный комментарий Дильдары Ханум. Она пишет следующее, что чебуреки, янтых в Крыму называли то, что печется в фуруне или в духовке. Вот этого я не знала. Это южнобережные люди делали в основном. Да. Чебурек на сухой сковородке называли или чобан чебурек, или тыгыз чебурек. В отдельных регионах его делали круглыми и называли тогерек. Да, мы можем сейчас тоже сделать тогерек. Вот. Есть регионы в Крыму, где его называли янтыхами. То есть очень интересно, ну вот как бы да, и в духовке можно, и в сковородке можно. Ну возьмем то. Да, вот правильно Ситумер пишет, раньше делали в Крыму на топленом масле чебуреки. И это делали, да. И очень вкусно. Почему? Потому как сам Крым, он ведь масло не воспроизводил, особенно Южный берег. И наши торгаши, ну в частности мой дедушка торговал, можно форточку открыть, да, торговал, возил с Южного берега с Украины, с юга Украины на Южный берег масло. Поэтому там больше делали без масел. А если были... Так, фарш обязательно... Или если он очень хорошо пропитывается луком, дает лук самодостаточный сок. А если все-таки мясо немножко суховатое, добавляют воду для того, чтобы немножко мяса было... Кто воду, кто там, вот я вчера смотрела, Сталин рассказывал бульон, не знаю, насколько это бульон мы добавляем здесь от супа, например. Давай, по-моему, уже разогрелась. Ну, давай. Не страшно, это можно взять вот так раз. Все. Есть еще такой вариант, если мы не успеваем. Так, есть какие-то вопросы? Друзья, если нет, сейчас спою. Главное, я приготовилась, одела платок и смотрю, как мама готовит. Вот. Ну, зато я спонсор данного банкета. Вы же понимаете, все по справедливости. Да.
Кто-то работает, кто-то Да. кушает. Karşıdan fener gelir, aklıma neler gelir. Karşıdan fener gelir, aklıma neler gelir. Daha yaşım küçücüktür, başıma neler gelir. Daha yaşım küçücüktür, başıma neler gelir. Karşıdan kurdum seni, al gülüm sandım seni. Karşıdan kurdum seni, al gülüm sandım seni. Hohlamağa kıymaz edim, ellere verdim seni. Hohlamağa kıymaz edim, ellere verdim seni. Вот импровизация вам, пожалуйста. Вот вам народная песня, Вот. в которой рассказывали историю наших девушек, Да. молодых. Жизнь складывается как? Что такое Осень это, отдать? по-моему, надо переворачивать Отдать вон или тут. женить нет еще. Нет? Отдать замуж или женить сына. Чиберек, чиберек, достlar, чиберек. Насыл хохуй. Правильно? Правильно я говорю? Да. Запах. Так, мам, А, надо переворачивать, я тебе говорю. Надо переворачивать. Да. Шашмаладых. Шашмыла-мадых. Все спокойно, все ровно. Надо выключаем, надо включаем. Суетиться никогда не надо. Все делаем спокойно. Да. Вот теперь я хочу еще один чебуречек, например. Кто-то любит с зеленью в фарше, а кто-то не любит. Кто-то любит с зеленью в сыре, кто-то не любит. У нас Денис, Ильгарин сын, любит все с зеленью. Поэтому для него я хочу добавлю зелень. Видите, шуршит, вся живая кухня онлайн. Класс! Мне так больше нравится, вы знаете, чем записи. Потому что в записи красивенько, стоп-кадр. Ну подожди, меня же не слышно. Слышно. Мама здесь командует. Вот это вообще, конечно, это отдельная песня. Да, вот. Чебуреклер. Мына аштатлы olsun. Pek lezzetli, pek güzel kokuyor. Saygılı dostlar, kim şimdi baka? Mende yanı bu şimdi Facebook'ta yanı storinka nasıl? Açtım. Onun için abonent olunuz. YouTube benim kanal Elzara Batalova yazılmış English dilinden. Onda da hoş olup geliniz. И то же самое хочу сказать, друзья, я открыла вот новую страничку на Фейсбуке, где буду делиться вот такими блогами, песнями, с выступлениями, общением с друзьями. Kokuşu burnuma gele. Да, lezzetli bizim aş. Присоединяйтесь, подписывайтесь. YouTube канал Эльзара Баталова на английском языке. Страничка вот новая в Фейсбуке Эльзара Баталова. И, дорогие друзья мои, в Одноклассниках наши дорогие крымчане так любят сидеть. Ну, переходите уже в мир, в YouTube. А то, ну, как бы подписывайтесь. Столько интересного в Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Везде на английском написано Эльзара Баталова. Хорошо? Хоша у нас. Айда, здесь, да, показываю процесс. Вот зеленью и можно без зелени сыр, кто как любит. Это все, в принципе, делается. Кто-то с картошкой, с мясом любит, кто просто с картошкой. Ну, то есть уже вариантов... Пенер ve yeşillik. Да, вариантов уже
на любителей, как Да. говорится. Сколько хотите. Чебурек ялыбой тарафларда пионернен yapıtlar men там. Ama çöl tarafında tek etniyen bilmeyeyim doğru mu yok mu? Hoş para verecek abonelik için. Yok. Bu hepsi men yapan parasız. Men vatanperverim bilesiniz. Bütün yaşayış vatanperver çeburek yapam, yırlayım adamı da yürüyorum. Ant etken men söz vergen men. Onun için için ölmeye. Ну, это не совсем песня к Нет, столу. Да. нет, почему? Да? Да. Ну, хорошо. А еда это, в принципе, что такое... Осень. Нет, Ля, ну не Ну, балуйся. женщина. Ты меня не сбивай, я уже человек не Ладно, молодой. ладно, Что хочу сказать, чтобы не сбиться. да. Мы подаем кому-то руку не для того, чтобы нам ее взяли, обрубили Да. или откусили, или мало того, вообще по локоть, как сказать, съели, не Чё? подавились. Друг. Мы подаем, нет, ну про Антеткен нам сказала, вот, да. Мы очень дружелюбные люди, мы очень гостеприимные люди. У нас сколько, когда мы переехали в Крым, соседи приходили к нам, те, которые русские остались в 1944 году, видели все те события, которые произошли. Они приходили со своим кофе, догерменом, чтобы, сейчас чуть-чуть разогреется масло, чтобы с нами выпить чашечку кофе. И это, знаете, было очень трогательно. И вот если мы кого-то впускаем в дом или кому-то мы идем в гости, мы уже не можем быть врагами. Мы только друзья. Мы только люди, которые доверяем друг другу, доверяем свою жизнь, доверяем свою любовь, свои симпатии. Мой сын проснулся, подключился к Да? связи. Да. Привет, золотой. Мгм. Тут готовлю для тебя чебуреки Да, с бери. сыром. Так, Так, что ты ну, вовремя проснулся. Сейчас да. поставит mama чайник. Sayın dostlar, nasıl Türkiye'de hepsi yakşı mı, hepsi iyi mi, nasıl Rumınya, Litva, hepsi evde oturasınız. Мама впервые готовит чебуреки. Ну спасибо, сынок! Спасибо, сдал мамочку. Дело в том, что мама таки не готовит, и сейчас мама смотрит, как они готовят Витайка. И учится, понимаешь? Oğlum yazı, anam çeburek yapar, çok sağ ol. Мгм. Так, вот так мы весело живем. Эфирге саулық тілейм. Еще один совет. Значит, это мелкие советы, которые, в принципе, пригождаются. Я хотела крышку большую. Где она делась? А вот она, мама. Нет, стекла. Вот она. Любую посуду берут, чтобы чебуреки не засыхали, не становились жесткими, пока вы гору напечете, нажарите. Ну, пекут, потому как без масла на сковороде пекут. Подожди, мында бірші яздылар. Читай, подожди пока. Накрываем крышкой или какой-то другой чашкой, чтобы они не пересыхали. Emine Cengiz benim arkadaşım, ben sağındım onu. Elzara Batalova Facebook'a selam cüberem ona Kiev'den. Teşekkür ederim. Ben de sizge selamlar aytam dostlarım. Merhaba. Hoş geldin aş tatlı olsun. Mına şimdi çiberek penirnen o da lezzetli, sabadan daha güzel. И зелень. Ve yeşillik var. Anda. Сыр и зелень. Мына не güzel. Деревушка, это тебе золотой. Деревушка, Кин. Да. Ну что, мам, давай, наверное, будем уже прощаться. Блюдо наше почти готово. Что-то хочешь еще сказать? Ну, что такое готовить чебуреки? Это когда собираемся с друзьями всегда веселее. Это запоминается и поднимает настроение не только на один день или там на один час, да? Это запоминается и вспоминается в каком-то промежутке времени. А есть такие моменты, вот, которые мне запомнились даже на целую жизнь. Вот. Я желаю вам хороших, богатых столов, чтобы у вас все было, чего вашей душе угодно.
и поесть, и попить, и полюбить, и кого-то поругать. Это меня постоянно. Ну что Да. делать, такова жизнь. Тут пишет Альвина, ассаляму алейкум, ой, слюнки потекли, сауджа достом. Да, давайте присоединяйтесь к флешмобу, готовим чебуреки и на позитиве. Так, друзья, спасибо, что вы со мной. Спасибо, Мариночка. Приятного аппетита, спасибо. Готовьте, присылайте фотографии, комментируйте. Если знаете какую-то интересную информацию про чебуреки, про в каких регионах кто как готовил, пишите, это интересно. Продолжение следует. Это только начало. Хави Эльзара Нен, кофе с Эльзарой. Будем общаться, будем делиться рецептами, вот, и будем все вместе. Если можно, еще раз покажем, что мы тут. Ну, это вот да, парочку с горячих. сыром. Да. А это с мясом. Ну, мясо любят все. Это главное блюдо всех времен и народов. Да. Поэтому мясные блюда это Полезно, выгодно и вкусно. Любим вас. Да. Всегда тепло и нежно, Да. с любовью Спасибо. относимся ко всем своим близким. Что такое за столом одним сидеть? Машаллах, Это салам, родовая скажите. сила. Вот. Желаю всем хороших, крепких, дружеских, родовых отношений. Ура! Любим вас всех и желаем здоровья крепкого, да, и долгих лет жизни. До связи, продолжение следует.